успели пройти все мероприятия? Ну, Да. А что именно понравилось? Журналистика. Своими впечатлениями после трехдневной поездки в Москву делятся ученики художественной школы Назрани. Музыка, кино, театр, анимация, танцы и не только. На детском культурном форуме каждый получил море эмоций и узнал для себя что-то новое. Ирина Тангиева обучается игре на фортепиано 4 года. Участие в форуме ей позволило познакомиться с профессионалами этого направления и получить советы для улучшения навыков. Я повидалась со звездами, немного узнала их получше, задавала много вопросов, показывала свои навыки в некоторых частях. Я просто до сих пор в облаках летаю по этому поводу. Очень сильно понравилось. Думаю, если в следующем году у меня получится, я снова туда полечу. Расширить знания в культурных областях помогли ребятам яркие мероприятия с участием известных российских артистов страны. Также и конкурсы, которые проходили в рамках форума, сыграли немаловажную роль. Например, новым форматом стал конкурс «Хакатон», где участники предлагали свое видение вопросов культурной политики страны и в течение 3 дней представили результаты экспертам. Михаил Кадзоев смог одержать победу в одной из 3 номинаций, представив проект «Вовнушки». Наша команда Северо-Кавказского федерального округа выбрала материального наследства Вовнушки, башенный комплекс, и нематериального наследства Ставропольского края про казаков-некрасовцев. Там было 3 номинации за самое смелое решение, самое креативное и самое эффективное. Вовнушки выиграли номинации «Самое смелое решение». Также в ходе форума каждый смог узнать чуть больше о профессиях. Например, Амину Зязикову и Мадину Богатыреву заинтересовало направление журналистики. Они узнали, как писать репортажи, брать интервью, что такое классика и многое другое. Мы читали новости на журналистике, отрабатывали дикцию и многое другое. Начала сомневаться в том, что хочу стать архитектором, и, может быть, пойду даже в журналистику. Мне вообще так-то все одинаково. Мне также понравилась хореография, кино и анимация. Мы находились в очень удобных условиях, нам уже было все предоставлено. Отель, номера, также нас встречали. Мы ездили в автобусах, очень больших, комфортных. Также в этом форуме были обеды, ужины, очень вкусные. Второй международный детский культурный форум проходил с 10 по 12 августа. В Новой Третьяковке прошло больше 100 мероприятий. Участниками форума стали более 2000 детей из 13 стран и 89 регионов страны. От Ингушетии вместе с руководителями выступили 13 самых талантливых и креативных ребят. Это развитие всеобщее, да? Ребенок раскрывает себя, он начинает быть более креативным, эрудированным, даже более где-то видит, наблюдает, как другие говорят, разговаривают, ведут смело себя, дают интервью, они наблюдают и понимают, что они тоже могут и преодолевают свои страхи. Это очень дало многим, и ребята, я когда спрашиваю, да, они действительно подтверждают, что мы помним очень много и взяли много для себя. Участникам форума выпала возможность и пообщаться с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Они задавали вопросы в формате «Диалог на равных». Обсудили искусство, выбор профессии и другие интересующие темы. Детский культурный форум будет проходить ежегодно. Как считают организаторы, это отличная возможность для ребят расти и развиваться в различных творческих сферах. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.